Добрий ранок. В ефірі програма «Саба». У студії працює Олександра Сенько. І наразі час рубрики «Цей день в історії». – 15 лютого 1921 року, попри укладений договір про ненапад, війська більшовицької Росії перетнули грузинський кордон під формальним приводом надання допомоги повсталим у вірменській окраїні. Радянсько-грузинська війна завершилась через місяць укладенням перемир'я у Кутаїсі, звідки через 2 дні до Франції відплили колишні урядовці і парламентарі Грузинської Демократичної Республіки. Цього дня 1950 року у Москві Йосиф Сталін і Мао Цзедун, лідери 2 найбільших комуністичних держав, підписали договір про оборону і військову взаємодопомогу між Радянським Союзом і Китаєм. Згідно з ним, СРСР надавав Китайській Народній Республіці кредит у розмірі $300 мільйонів, повертав контроль над ділянкою далекосхідної залізниці. З китайського боку було взято зобов'язання виступити на боці СРСР у будь-якому конфлікті, пов'язаному з агресією Японії або будь-якої іншої держави, прямо чи опосередковано з нею зв'язаною. Цього дня 2003 року у світі розпочалась хвиля протестів проти війни в Іраці. У 600 містах світу на демонстрації вийшли за оцінками від 8 до 30 мільйонів чоловік. Це найбільша мирна демонстрація у світі. Цей день 2013 року поблизу Челябінська на висоті близько 20 кілометрів стався вибух метеорита масою порядку 10 тисяч тонн. Кількість постраждалих від вибуху склала понад 1200 чоловік, головним чином від ушкоджень уламками розбитого скла. Цього дня 1953 року народився Анатолій Хостікоєв, український актор театру і кіно, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. І від подій історичних до подій сьогоднішніх. Наразі відео від речника штабу АТО Василя Лабая про те, як минула ніч у зоні проведення антитерористичної операції. Минулої доби російсько-окупаційні угрупування продовжували здійснювати обстріли позицій Збройних сил України, зокрема й із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Особливо активно агресор діяв за темної пори доби. На Луганському напрямку противник застосував 120-мм міномети по наших позиціях неподалік Троїцького та Лозового. З гранатометів різних видів і стрілецької зброї, включно із великокаліберними кулеметами, незаконні збройні формування обстрілювали оборонців Травневого і Майорська. На Донецькому напрямку епіцентром напруги стали передмістя Авдіївки, де ворог вів вогонь по українських захисниках із 82-мм мінометів, гранатометів та кулеметів. У цьому ж районі окупанти неодноразово стріляли із мінометів калібру 120 та 82 мм піхотного озброєння по захисниках шахти Бутівка. Окрім того, важкі міномети ворог задіяв поблизу Водяного на Приазов'ї і біля Новотроїцького. При цьому загарбники супроводжували ці обстріли із гранатометів різних видів і стрілецької зброї. Біля Красногорівки противник вів вогонь із озброєння БМП та цілого арсеналу стрілецької зброї. Загалом минулої доби по усій лінії зіткнення противник провів 14 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню 4 українських захисників зазнали поранень. Їх усіх було оперативно евакуйовано до мобільних госпіталів. Військові лікарі характеризують стан здоров'я кожного воїна як задовільний. І поки українські військові стримують військову агресію на сході України, сама держава прагне до альянсу з НАТО. Власне, про перспективи цього шляху ми говоримо з експертом з сектору оборони і безпеки Олегом Стариковим. Доброго ранку, пане Олеже. Отже, Кабінет міністрів України схвалив програму співпраці з НАТО на 2018 рік. Після схвалення урядом документ буде переданий до адміністрації президента на затвердження. Про це написала віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе. Ми продовжуємо щороку її трансформувати, вдосконалювати, щоб досягти того рівня стратегічного документу та його виконання, який би реально готував нас до реалізації стратегічної мети держави – бути готовими до набуття членства в Альянсі. Пане Олеже, чи може це означати, що шлях Україна-НАТО скорочується? Да нет, все стратегические документы, в том числе законодательством Украины, принято
Первое – это вступление в НАТО, Евросоюз. Это закреплено, я говорю, законодательством и стратегические документы, связанные, это стратегическая оборонная стратегия национальной безопасности, военная доктрина в новой редакции, где определено, что наша самая основная задача – это вступление в НАТО. В стратегическом оборонном бюллетене определено, что к 2020 году мы должны достичь оперативной совместимости. Оперативная совместимость… Что это такое? Да, вот я же хочу рассказать, что такое оперативная совместимость для простого гражданина. Например, помним мы советские розетки, да, и европейские розетки. Сначала же мы переходили 10-15, делали маленький переходничок, потом мы все спокойно перешли на европейские розетки. Вот то же самое. У нас армия, система управления армией, инфраструктура, вооружение и боевая техника была советская. Она осталась у нас от времен Советского Союза, где на Украине было 3 военных округа, второй стратегический эшелон. В принципе, здесь было 800 тысяч человек, которые были направлены для нападения, в принципе, задача была это дойти до Ла-Манша. Это наша основная задача. Теперь, когда мы начали строить новое независимое государство и вооруженные силы, мы начали переформатировать вооруженные силы. Но до 2014 года мы армию саму по себе, как сказать, мы ее сокращали, и в военных доктринах было написано, что у нас нет противника. В итоге Российская Федерация показала, что она из друга, в принципе, мы все считали, что это друг. Она нанесла удар ножом в спину, и мы вот сейчас расхлебываем, мы сейчас оккупирован Крым. Ну, власне кажучи, Да, я же хочу рассказать. Поэтому, что сейчас делает армия? Армия потихоньку, еще раз, что вы понимаете, армия – это машина, это механизм. То есть я объясняю такое, это Запорожец, который едет. У нас Запорожец был без колес, без ничего. В 2014 году народ это все склепал, Запорожец поехал. А военная машина НАТО – это Мерседес. Естественно, мы не можем сразу Запорожец сделать Мерседес, правильно же? Поэтому мы должны что делать? Начать строить, постепенно переходить. Надо пилот, чтобы научил водить, то есть командование. Значит, построить туда партроники, системе GPS, правильно? Новый двигатель. Вот это мы сейчас строим армию. Так, потихонечку мы ее строим. Так вот, самое главное, чтобы первое, командиры на поле боя, натовские командиры и украинские командиры понимали друг друга. Я не в плане английского языка, английский тоже это важен, а в плане командного языка. Все должны понимать, это называется оперативные стандарты. Второе, например, если прилетел наш самолет, который у нас на вооружении, в аэропорт Бундесвера, его же там должны обслужить, правильно же? Его же должны быть техники, которые обслуживают наши МИГи, правильно. Надо залить там соответствующее, в горловину соответствующий, вставить пистолет, чтобы он туда подходил. Вот это называется оперативная совместимость. В принципе, простыми словами я говорю. И патроны сами по себе. У нас патроны 5-70 патроны советские, а у НАТО там чуть-чуть они другие. Все должно подходить друг к другу. Поэтому сейчас потихоньку все идет, меняется, и мы переходим, по крайней мере, на стандарты НАТО. Оперативная совместимость связана. Мы должны говорить на одном языке. Командир должен понимать другого командира. На одном язикі. Це общее, щоб було понятно. Наразі, як ви оцінюєте перспективи української армії реформуватись по натівським стандартам? Це в умовах того, що ми постійно ведемо військові дії. І, власне, ту радянську техніку, про яку ви згадали, ми використовуємо на фронті, тому що у нас елементарно іншої немає поки що. Так вот, смотрите, суть какая. Еще раз говорю, натовцы не требуют переводить сразу же на натовскую технику. Они не требуют. Они требуют другое, перестроить систему управления. У нас система управления была советская. Первое, погибни. У нас солдат в плен не должен сдаться, то есть если он в плен сдается, он предатель Родины, правильно? Если он возвращается назад, вспомните по Великой Отечественной, Второй мировой, то есть у нас предатель. А в НАТО войсках там другое, там самая основная задача сохранить жизнь солдата. Если солдат попал в плен, он должен там выжить и вернуться на родину, то есть вернуться домой к родителям, к детям, и ему за это еще медаль дают, понимаете, он герой становится. Это совершенно разный менталитет. Следующее.
значит, само по себе построение, отдача команд. Например, у натовцев есть такая доктрина, Вайнберга называется. Это доктрина, которая позволяет, она рассчитывает, там совершенно другая система управления, они собирают данные и накопление ресурсов на слабом месте противника и превосходство на поле боя. Например, а у нас сейчас само по себе советская доктрина, я слушаю мою команду, да, вот как в фильме, слушай мою команду. То есть командир, у них есть другая команда, за мной. Командир садится в танк и говорит, за мной. А в советское время было вперед. Он сидит в штабе, выглядывает там и вперед. И солдаты погибают. Понимаете? Вот это разный менталитет. Вот сейчас что делают натовцы? Натовцы сейчас, по крайней мере, советники НАТО стратегического уровня, они пытаются поменять мировоззрение людей. Что армия и само управление вооруженными силами совершенно другое, чем у нас. Поэтому сейчас идут очень серьезные подвижки. Мировоззрение людей меняется, игру военных меняется. Уже что-то есть. Почему? Потому что мы воюем. Мы уже поняли, что за нас никто воевать уже не будет. Мы же раньше думаем, в принципе, большинство общества уверено, вот за нас американцы будут воевать, натовцы. Никто за нас воевать не будет, кроме мы самим. Чем мы больше будем сопротивляться, тем поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки и НАТО нам будет возрастать. Если мы сдадимся, они скажут, ну сдались, это ваши проблемы. Понимаете, вот идет изменение. Вот точка бифуркации прошла. Мы уже к советской армии не вернемся, но к натовской армии мы еще не подошли. Понимаете, я вот читал, у меня есть товарищ, капитан первого ранга Гарри Табах. Он первый украинец, который уехал в 12 лет, ну, с Одессы. Он сам еврей по национальности, вот, по еврейской миграции, уехал в Штаты, и там поступил в военный колледж и дослужился до капитана первого ранга. Он морская пехота. И вот когда мы были на радио, мы переписываемся с ним, он говорит, я когда наблюдаю, что происходит, я вижу, армия, большая советская армия воюет с маленькой советской армией. То есть мы со стороны ну, виднее, правильно? Он говорит, так это маленькая советская армия, а то большая. Да, вот и вы воюете. Быстро меняйтесь, и тогда вот эта большая советская армія победить вас не зможе. Принаймні, поки наші військові роблять всі можливі зусилля для того, щоб і змінювати, і реконструювати армію зсередину, сама держава і Кабмін ухвалює план заходів для реалізації концепції інформування громадськості щодо євроатлантичної співпраці на 2018 рік. От ви знаєте, власне, саме про цей план? Що має знати громадськість про НАТО? Тому що дуже багато до цього ходило різних чуток щодо НАТО, що там всі мають відслужити на якихось чужих війнах. Наразі війна у нас. Объясняю, что такое НАТО. НАТО, с одной стороны, это военно-политический блок, но в настоящее время это политико-военный блок. Основные требования к странам, которые вступают в НАТО, у них консенсус, они просто ни одна страна не примет, если все будут против. Основное требование – это изменение демократии, свобода, демократия, экономика, а потом уже военная инфраструктура. Первое – демократия, демократические изменения, демократические институты. Вот это самое основное. Потом экономика, перевод страны на рыночные рельсы. У нас сейчас страна с переходной рыночной. Когда мы перейдем, станем, построим рыночную экономику, тогда нас возьмут. Потому что сейчас ведь вопрос, с одной стороны, нас не берут в НАТО. Не потому, что мы вот такие, а потому, что мы, ну, я же сказал, мы еще переходный период, мы советские еще. Не берут, но потихоньку вот у них работают. Я вот член комитета реформ Министерства обороны, член громадской рады. Я вижу, действительно, радники высокого уровня, они очень серьезно, они не контролируют, они оказывают помощь. Понимаете, это разная психология. Наши думают, что не контролируют. Ну, у нас менталитет, мы же все закончили советские вузы. А нет, они оказывают помощь, они со стороны виднее. Они говорят, надо сделать вот это, надо сделать вот это. Ресурсы у нас ограничены. Но если военный бюджет Соединенных Штатов Америки 700 миллиардов долларов, а военный бюджет Украины 2 миллиарда долларов, а американцы тратят на одного солдата 500 тысяч долларов в год. А знаете, сколько наши тратят? 12 тысяч долларов в год.
В год. То На есть одного солдата? да, на одного Долларов? на одного военнослужащего. То есть $1000 в месяц. Из них 20, то есть 20 тысяч, ну кто воюет, 15-20 тысяч гривен это зарплата, а 10 тысяч идет на обслуживание вооружения, вещевка, пищевка и тому подобное. Понимаете, это какая нищета? В Хорватии в 5 раз больше. В Хорватии в 5 раз больше. В России в 10 раз больше. Ну, Іменно Росія, так російська економіка може дозволити Не-не, собі. я к чему говорю? Вот я что сказал? Демократия, изменения и экономика. Как мы только поднимем экономику, как мы ресурсы, которые у нас есть, будем направлять не на то, что не отбили. Понимаете, мы живем, все наши генералы, они закончили военное училище, военной академии, их учили там по итогам Второй мировой войны. По итогам Второй мировой войны это наступление фронтами, армиями и тому подобное. А что мы сейчас наблюдаем? Гибридная война. Гибридная война это достижение политических целей военными и невоенными способами. Что я просто как пример привожу. Крым. Крым, это Российская Федерация считает оккупацию Крыма как самой лучшей военной операцией, которую они провели. Это что означает? Без единого выстрела они взяли под оккупацию всю целую территорию. Сами граждане вынесли им на подушечке ключ от города. Вот это мастерство. Ну, це не зовсім було так. Не, ну я говорю в образ, я естественно, я к чему говорю? Не так, я просто, как они это оценивают. Это как их учат в высших военных академиях. А мы не сделали ни одного выстрела. Как мы только стали сопротивляться на Донбассе, в итоге произошло что? Они остановились, они не вводят свои войска, большие силы, им это не надо. Гибель, мертвецы не приносят прибыли. Понимаете? Поэтому самое главное другое. Как государство, общество, нация сопротивляется, тогда и будет сопротивление, тогда и остановит вот эту армаду. Они в основном не сделают, сейчас у них что, вот в принципе Речник что сказал, беспокоящийся огонь не дает нам восстановиться, не восстановит экономику, и вот эти проблемы раскачивания внутренней ситуации. Ну, на жаль. Это вот эта самая основная гибридная война. На жаль, в Україні достатньо проблем, і але прагнення України в НАТО, воно беззаперечне. І поки українська держава докладає максимальних зусиль для того, щоб приєднатись до Альянсу, на цьому шляху стає Угорщина. Голова місії України про організацію Північно-Атлантичного договору Вадим Пристайко наголошує, що блокування Угорщиною засідань комісії Україна-НАТО дратує Альянс не менше, ніж Україну. От, власне кажучи, вже навіть з боку Альянсу є прагнення того, щоб Україна доєдналась. Чому виникає ця ситуація з Угорщиною? Як ви думаєте? Я чуть-чуть оцениваю это по-другому. Потому что дело в том, что, смотрите, сегодня 14-15 число проходит парламентская ассамблея на уровне НАТО, на уровне министров обороны. И нашего министра обороны туда не приняли, не пригласили. А это первый раз за все время сотрудничества Украины с НАТО, когда было подписано договор об особом партнерстве, первый раз министр обороны не провели комиссию Украина-НАТО. Как сказать, я спрашивал кто работал в НАТО, наших генералов, они мне сказали, это катастрофа, это их слова. Это первый раз такое произошло. И я говорю, а что необходимо сделать? Да, во-первых, вот эти вопросы, которые были с Языковой и все. В итоге, перед тем, во-первых, было наше Министерство иностранных дел, это основная проблема и недостаток, это работа Министерства иностранных дел. Это и кадровая, их недоработки, это и, в общем, это слабость самого Министерства иностранных дел. Это их работа. Второе, значит, если такое произошло, наше высшее военно-политическое руководство в лице министра обороны, в лице госпожи Климпуш-Цицнадзе, они должны туда ехать и ходить по кабинетам и говорить, мы готовы, мы есть. Да, вы консенсусом не хотите с нами разговаривать. Но же понимаете, это можно обвинять всех. Все во всем виноваты, мы не виноваты. Это же неправильно, в принципе. Со стороны-то виднее кто. И мы к ним просимся, а они нас просят, а мы к ним говорим, нет, мы не пойдем. Мы так сейчас ведем, мы к ним просимся. Так вот, и объясняю. Министры обороны, значит, все наше правительство должно ехать туда и разговаривать, решать эти все вопросы. Привожу маленький пример. У нас есть угроза
Угроза потери суверенитета, террористической цели вообще существования государства. Россия свою армаду нацелит. Вы сами сказали, оборонный бюджет у них в 10 раз больше, да? Это же оборонный бюджет. В любой момент, и это ядерная страна, никто кроме нас воевать не будет. Что сделала Македония? Для того, чтобы сохранить свою государственность, начать развиваться, знаете, что они сделали? Их Греция не пускает. Да, они подумали, правительство пришло новое к власти, подумали, говорят, да, мы пойдем на сотрудничество с Грецией. И мы вопрос Македонии, знаете, район Македонии есть, и у них, они, там вот это как-то название. Говорят, да, мы с Грецией будем договариваться, как вот нашу страну, ну, как-то по-другому назвать. Понимаете, это совершенно другой уровень мировоззрения. Они охраняют государство, то есть, чтобы это государство было. Они то, что уперлись ступа, все равно, что это в итоге до 24 года, Климпуш 16 вот в этом плане написан, что до 24 года вводят мовный закон. Що нельзя було сразу це рішити? Пане Олеже, от останнє запитання. В проєкті федерального бюджету Сполучених Штатів Америки на 2019 рік передбачено надання Україні $200 мільйонів на посилення безпеки і оборони. Про це йдеться у дописі на сторінці у Фейсбук Посольства України у США. Скажіть, будь ласка, дуже коротко, будь ласка, чи може це свідчити, що ця допомога Україні, вона не просто так, і Україні варто готуватися до активних бойових дій? Нет, в настоящее время сама методология, вот то, что сейчас происходит, то, что Россия в отношении Украины, вот она напала, это все, это не стихийно, это планово, у них планы, у них все разработано, это все описано. Это все описано, это все есть. Поэтому в настоящее время то, что они проводят, не подразумевает никаких активных боевых действий. Только конфликт малой интенсивности, который будет продолжаться. Когда он закончится, неизвестно. После выборов президента Российской Федерации посмотрим, что будет. Неизвестно, потому что само по себе идет план. Но я думаю, что очень важно. Через 3 года Российская Федерация закончит перевооружение своих вооруженных сил на новые виды вооружений. Объясняю. У нас сейчас мы вооружены оружием 3-го поколения, то есть оружием перспективной разработки конца 50-х, начала 60-х годов. То есть этот хлам, который был, но был в 80-х годах, это самый новый. Это оружие предназначено для уничтожения по площадям. Сейчас война точечная. Сейчас они переводят на оружие 4-го поколения. То есть это высокоточное оружие, это оружие без солдат, без ничего, которое направлено. Сейчас вот в Сирии, видите, как они разбомбили это все. То есть прилетели дроны, сидит мальчик там на джойстике, раз-раз и стреляет. Вот это называется высокоточное оружие. Вот они переведут, неизвестно, что будет через 3 года. А до этого времени никаких наступательных действий не будет. По крайней мере, если что-то не произойдет. Дякую за вашу позицію. Олег Старіков, експерт сектору оборони і безпеки, був гостем цієї студії. Залишайтесь з нами, продовжимо за кілька хвилин.